буга чейин биз баарыбыз ишенип келгенбиз. Ошол көчмөндөр оюндары ушу в лице руководителя и автора Асхат Акибаева деп биз баарыбыз ишенип келгенбиз мына ушул күнгө чейин. А бирок бүгүнкү күндө чыныгы автор, чыныгы ушул көчмөндөр оюндарын канча нече деген жылдардан бери ушул изилдеп келген инсан көрсө Эсеналиев Талай Душенович деген инсан экен. Это получается глава и автор игр кочевников. То есть бүгүн көчмөндөр оюндарынын башында ушул инсан турат экен да, чыныгы айтып келгенде. Ал эми бул инсан азыр ушул официалдуу түрдө айтып коеюн, он получается является автором и разработчиком технологии, основополагающих принципов, да, общих систем правил игр кочевников и оседлых народов мира под эгидой ООН. Это очень важно отметить. И на самом деле на сегодняшний день вот этот человек, Эсеналиев Талай Душенович, является настоящим автором, создателем всемирных игр кочевников. Ну, по Акибаеву Асхату Акибаевичу это уже понятно, что на сегодняшний день в лице этого руководителя игры кочевников сегодня просто превратилась, так скажем, в бизнес. Вот. Кроме этого, также вот здесь я с собой принесла все документы, наверное, вы уже все слышали ранее, если кто не в курсе, могу еще раз озвучить. В 2019 году точно так же вот мы со всеми нашими коллегами и с другими спортсменами тоже, и ремесленники, и каскадеры, и все другие участники спортсмены, вместе в 2019 году мы также под руководством Асхата Акибаева более 2000 человек вылетели в Саудовскую Аравию, где мы, опять же, поднимали флаг нашей страны. И там, конечно, организация тоже была очень слабая. Очень многие моменты были абсолютно в халатном отношении, в связи с чем у нас там многие участники тоже пострадали. А среди них я тоже пострадала, и самая сильная пострадавшая среди них была я. Конечно, я, видя это все, не стала молчать. В течение 4,5 лет у нас длились судебные процессы. Вместо того, чтобы, когда я обратилась к президенту за помощью, Акибаев Асхат, прилетев в Кыргызстан, то есть лучшая защита – это нападение, то есть он стал, как бы, подал на меня в суд, только потому что я была неходячая, у меня была очень тяжелая травма. Я перенесла очень серьезную операцию, где мне буквально по частям восстанавливали ногу и пришили, ну, мягко говоря, внутренний протез, чтобы я могла хотя бы ходить как человек. Вместо помощи я получаю повестку в суд. Меня подали в суд, то есть претензии были такие, что ты обратилась к президенту, этим самым как будто бы я его оскорбила, унизила и так далее. И вот эти судебные процессы длились в течение 4,5 лет. Меня, конечно, обвиняли во всех смертных грехах, что я там была неофициальным участником, что дальше у них версия менялась, что я была в неадекватном состоянии, что я вообще не была спортсменом и так далее, что я туда полетела как танцовщица, потом у них снова версия поменялась, они стали говорить, что я там была неофициальным участником, потом сказали, что они не знают даже, как я туда попала, хотя вся документация идет от имени конфедерации, у них был свой куратор, они курировали все со своей стороны, да, вот мне коллеги не дадут соврать, я не могла туда просто самовольно, как меня обвиняли, попасть, это просто невозможно, потому что, чтобы пересечь границу Королевства Саудовской Аравии, туда нужно собирать очень много документов. Это вот эти бумаги, вот, которые я принесла, это часть моего обращения к президенту, в том числе к Камчыбеку Кадыршаевичу Ташиеву. Вот вы потом можете ознакомиться, я вот готова вам показать вот эти все документы, это все
письма, которые я обращалась к Амчебеку Кадыршаевичу, уважаемому нашему. Также хочу сделать обязательно в конце обращения нашему президенту Садыру Нургуджоевичу, потому что это уже просто переходит все границы. И дело в том, что спустя вот эти 4,5 года судебных процессов, в этом судебном процессе это не только касается меня, но и касается также всех наших участников, уважаемых спортсменов, участников, сотрудников культуры, тайганчылар, кушчулар, все участники, которые всегда выступали, поднимали флаг нашей страны на играх кочевников в других странах. Всегда мы выступали под эгидой игр кочевников, потому что у нас у всех одна цель – прославлять нашу культуру, наши традиции, показать перед другими народами, насколько кыргызский народ сплоченный, преданный, сохраняет свою традицию, культуру. Но когда все, да, вот участники, когда у них цель одна, но руководитель в лице Акибаева Асхата, когда всегда, то есть перед публикой он говорит, что мы кочевники своих не оставляем, но в это же время он подает в суд тоже одного из участников, то есть в лице меня, говоря о том, что она не участвовала, она такая-сякая. В общем, я считаю, что это, во-первых, сверх двуличие, это даже столичие, что поступать так нельзя. Если спортсмен, любой участник мог оказаться на месте меня. И те участники, которые тоже вот, осуждают, что говоря разные вещи обо мне, я считаю, что это неправильно, потому что вместо меня может в следующие игры кочевников оказаться любой другой человек, потому что здесь вот во время судебных процессов у нас также изучались, да, вот моменты оплаты спортсменам, участникам, все, кто принимали на играх кочевников, также страховка и суточная, и, конечно же, оплата за труд всех наших участников, спортсменов, людей культуры и так далее, и так далее. Спустя все эти 4,5 года, когда завершились все судебные процессы выиграла я. Благодаря моему адвокату Саровой Мире Исаковне мы этот путь прошли вместе. Действительно, это было очень тяжело, так как сам Акибаев говорит, что у него все схвачено. Действительно, мы с этим столкнулись. Но справедливость, она должна быть. И как раз с приходом президента Садыра Нургуджоевича судебные процессы пошли абсолютно в правильном русле, были рассмотрены все моменты. Кроме этого, вот совсем буквально недавно, если разрешите, я могу озвучить, вот, значит, согласно закону о Кыргызской республике, вторая статья, также статья 70 о статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве. Значит, я оставила вот заявление, это было буквально 26 августа 2024 года, о том, что конфедерация, да, то есть объединение юридических лиц, Союз Всемирная конфедерация этноигр отказывается выполнять решение Верховного суда Кыргызской республики. Тогда у меня возникает вопрос. Во всех, то есть на последнем, да, Бишкекском городском суде в процессе, то есть было сказано, что, значит, в Министерстве юстиции, когда мы изучали документы, оказалось, что Акибаев Асхат Акибаевич, он переоформил, то есть снял с себя ответственность в том плане, что он переоформил, снял с себя как бы основную документацию, что он больше как будто бы не является, значит, руководителем игр кочевников, а руководителем является абсолютно другой человек, другого гражданства и так далее. Мне сказали, что этот человек даже там находится, я не знаю, в каком-то розыске и так далее. Но это другой вопрос. Тогда у нас возникает следующий вопрос. Почему в судебном процессе
эти люди объявляют в лице Асхата Акибаева банкротом, объявляют себя банкротом. Именно судебные исполнители сообщили, что почему мы, допустим, ищем, да, конфедерацию этноигр в лице Акибаева Асхата, они постоянно меняют свою локацию, просто невозможно за ним уследить. И при этом, меняя локацию, они никогда не сообщают об этом, ни Министерство юстиции не ставят в известность, да, ни судебных исполнителей, то есть все ходят за ними, почему-то ищут, но при этом параллельно Акибаев Асхат дает интервью у, значит, других журналистов, у Нарына Епа и так далее, что этот человек готов провести игры кочевники в Астане, что вот мы готовимся, у нас усиленно идет подготовка, в то время, когда у него за кулисами ходят судебные исполнители и требуют исполнить решение Верховного суда Кыргызской Республики. Получается, Асхат Акибаев Кыргыз мамлекеттик ушул законна баш ийбейт экен да, мындайча айтканда. Менде мындай дагы маселе жаралып атат да, эмне себептен, на каком основании на сегодняшний день, сколько, вот посмотрите, сколько было обращений. Это всего лишь часть того, что я смогла поднять и принести, потому что бумаги очень тяжелые. У меня вот таких еще 4,5 коробки дома лежат. Если хотите, я это все могу предоставить и показать. Почему, вот у меня вопрос, почему в течение 4,5 лет мы вот поднимаем вот эти вопросы? Уважаемый Камчебек Кадыршаевич, другие органы. Здесь у меня было даже вот обращение председателю ГКНБ Кыргызской Республики, было обращение в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики, также было до этого еще обращение председателю ГСП при правительстве Кыргызской Республики, в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики. Таких писем очень много, еще 4,5 коробки, но на сегодняшний день почему-то эта тема очень плотно закрывается. Возможно, Акибаев был прав, когда он говорил, что у него все схвачено, поэтому мы официально хотим сделать обращение президенту Кыргызской Республики, уважаемому Джапарову Садыру Нургоджоевичу, чтобы обратили внимание на данную ситуацию и чтобы Акибаев Асхат Акибаевич просто перестал играть на публику, это раз. Второе, чтобы он исполнил решение Верховного суда Кыргызской Республики, потому что решение судей Кыргызской Республики это обязан исполнить, то есть это не игрушки, да, чтобы игнорировать, я так считаю. Это во-первых. И судебные исполнители ПССИ, значит, Свердловского района, это тоже не игрушки, чтобы бегать за вами постоянно, да, и требовать исполнения решений Верховного суда. Теперь, что касается минус данных игр, всемирных игр кочевников именно в лице руководителя Асхата Акибаева, это оплата спортсменам и всем остальным участникам, страховка и суточные, которые прописываются, да, так скажем, между, значит, Асхатом Акибаевым и другими странами, где мы выступаем. На сегодняшний день здесь собрались лучшие профессионалы и знатоки, мастера своей профессии, своего дела. То, как исполняют работу наши коллеги, мастера, я считаю, что таких надо еще поискать. Но почему-то в их отношении игры кочевников в лице Акибаева Асхата не имеют никакого уважения, просто даже не обращают внимания, даже за людей, можно так сказать, не считают. Я считаю, что это очень несправедливое отношение, так делать нельзя. Когда дело касается, что они должны выступить, а они знают, что в любом случае спортсмены моих коллег всегда занимают самые хорошие места и никогда не остаются артта калбайт да, кыргыз деген атты дайыма чыгарып келет.
Мы таких людей всегда должны ценить, уважать и всегда должны уметь услышать, что очень важно. Но на сегодняшний день, почему эта пресс-конференция дается? Потому что не слышат и не хотят слышать, и не могут услышать. Вот самая главная причина. А если даже слышат, то просто игнорят. Все делается с барского плеча, да, то есть если Асхата Акибаева, да, кто-то боится или слушает, или кто-то ему поддакивает, он их обязательно принимает, а те люди, которые имеют свое мнение, да, и говорят, что все должно быть по закону, эти люди почему-то остаются на стороне. На сегодняшний день, до этого это была, так скажем, теория, а сегодня это уже практика, к сожалению. И действительно это нужно искоренять, потому что если мы в руководстве, да, Акибаева Асхата, все это будет вот так продолжаться, мы потеряем самых наших лучших руководителей, да, вот в лице тоже моих коллег, и самых лучших спортсменов, участников, сотрудников, людей культуры, которые на своем горбе тащат эти игры кочевников. Это не Асхат Акибаев выступает перед другими нациями, не он поднимает флаг нашей страны. Именно вот эти люди поднимают. И их мы должны всегда ценить и понимать и услышать. И уважаемые журналисты, уважаемые наши кыргызстанцы, другие участники, зрители, ни в коем случае не примите это как за очернение его репутации и так далее. Просто здесь действительно уже очень уже накипело, и судя по тому, сколько вот здесь вот документов и бумаг собралось, это говорит о том, что возможно, у Акибаева действительно все схвачено, но сегодня другое время, сегодня у нас президент Садыр Нургоджоевич, и мы уверены, что рано или поздно нас услышат в любом случае. И также хотим сделать короткое объявление, если кто-либо из участников ранее пострадал, да, в лице руководителя Акибаева там, на играх кочевников, либо у вас есть какие-то нерешаемые вопросы или может быть, у вас были ранее какие-то заявления, и вы не смогли это сделать, потому что у вас был ранее какой-то страх, а это было, так скажем, такое давление, да, в сторону многих участников и спортсменов. Вы можете написать нам письмо. Также это можно сделать анонимно, и мы сделаем обращение к нашему уважаемому президенту Садыру Нургоджоевичу и обязательно Ташиеву Камчебеку Кадыршаевичу. Уважаемый наш президент, уважаемый наш Камчебек Кадыршаевич и Садыр Нургоджоевич, мы вас очень просим обратить внимание на всю эту ситуацию, потому что это просто уже берет сверх норму, и это просто перешагивает все, что невозможное, и все, что можно и нельзя. И все это долгое время тоже я и думала, молчала, думала, может быть, услышать, может быть, но, к сожалению, пока молчала, это в скобках. Конечно, я не молчала, я обращалась, я писала во все инстанции, но, к сожалению, куда бы я ни обращалась, мне всегда говорят, что Акибаев это, я уже скажу просто как есть, Акибаев это такая машина, то есть, как бы у вас уже сломана нога, как бы вы не боитесь, что у вас будет сломана спина, голова и так далее. То есть это действительно страшно, это неприятно. Также ко мне очень много выходили пострадавшие, которые боятся открыто выходить, заявлять. Поэтому я очень вас прошу, уважаемый Садыр Нургоджоевич, обратить внимание на эту ситуацию. Одно дело, когда человек играет на публику, говоря о том, что это он автор, это он тащит эти игры. Нет, нет, эти игры тащат профессионалы, вот такие руководители, вот такие спортсмены, профессионалы, которые действительно работают ради этого много лет, тренируются и поднимают наш флаг страны на самом высоком уровне. И таких спортсменов и участников культуры, как в нашей стране, больше не найдете нигде. Поэтому давайте будем иметь уважение и очень просим вас обратить внимание на эту ситуацию. И еще раз я хочу повториться, что
во избежание данной ситуации это нужно, даже если надо будет, рассмотреть на государственном уровне. Я благодарю вас за внимание и, уважаемый Акибаев Асхат Акибаевич, я знаю, вы меня слышите, я прекрасно понимаю, что вы увидите эту пресс-конференцию. Я вас призываю по-человечески, как гражданин Кыргызской республики, исполнить решение Верховного суда и не избегать, потому что Астана тоже близко. То есть это все дойдет до верхов. Я уверена, что все равно вы исполните решение Верховного суда. Спасибо. Спасибо большое.